3 миллиарда 700 миллионов рублей было направлено на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019-2024 годах. В рамках программы «Стимул» построены и введены в эксплуатацию 3 школы и 3 детских сада в Магасе и селе Яндыре, а также 2 автодороги в Назране и Магасе. Общий объем введенного жилья составил более 1000 квадратных метров. В рамках регионального проекта формирования комфортной городской среды в 9 муниципальных образованиях благоустроено 190 общественных пространств. В рамках федерального проекта «Чистая вода» построено и реконструировано 10 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, а также завершена модернизация Альтиевского водозабора. Ингушетия, Дагестан и Северная Осетия получат более 3 миллиардов 600 миллионов рублей на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ. Регионы стали пилотными в этом проекте. Средства пойдут на софинансирование расходов этих регионов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. На 23 трансформаторных подстанциях установят современное оборудование отечественного производства. Работы будут проведены специалистами филиала Россети Северный Кавказ Ингушэнерго в 2025 году. Модернизация затронет все 4 района республики. В частности, 6 подстанций будут обновлены в Назране, 5 в Карабулаке и 3 в Сунже. Новые трансформаторные подстанции отличаются высокой надежностью и способны работать в любых климатических условиях. Также они обеспечат повышенный уровень электробезопасности, защищены от несанкционированного доступа и предотвращают проникновение животных. Правительство России усовершенствовало правила предоставления социального контракта. Теперь при оценке нуждаемости семьи в оказании помощи в форме социального контракта не будут учитываться выплаты по единому пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка. Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что по экспертным оценкам это позволит ежегодно дополнительно заключать в среднем около 118 тысяч социальных контрактов. Многодетные семьи будут иметь приоритет при оказании государственной социальной помощи в форме соцконтракта. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Палате принять в первом чтении законопроект, вводящий штрафы до 500 тысяч рублей за несоблюдение иноагентами требований Минюста, а также увеличивающий штрафы за нарушение маркировки материалов иноагентов. Штрафы за данное правонарушение составят от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Протоколы об указанных административных правонарушениях предлагается отнести к компетенции суда. С 1 марта вступят в силу изменения в порядок применения контрольной кассовой техники. Основные коснутся регистрации кассовых аппаратов, применения касс на розничных рынках и выдачи чеков в общепите. Так, зарегистрировать кассовые аппараты можно будет в упрощенном режиме, а с 1 сентября 2025 года будут добавлены 2 новых способа регистрации – через портал госуслуг или через кабинет производителя контрольно-кассовых аппаратов. В ресторане, кафе и других заведениях общепита чеки должны будут выдавать до оплаты, а не после, как сейчас. Россиян предупредили о новых мошеннических схемах. Злоумышленники обманывают граждан, публикуя фейковые вакансии в соцсетях и на просторах интернета. Позже они предлагают должность и требуют предоставить данные СНИЛС, чтобы якобы оформить работника официально. Страховой номер содержит сведения о пенсионных коэффициентах, и он также необходим для оказания медицинских услуг и получения социальных выплат. Кроме того, мошенники пытаются провернуть схему, связанную с платежными системами MasterCard и Visa. Аферисты сообщают жертвам, что могут помочь в восстановлении карты. Конечно, никакой помощи не будет, мошенники просто крадут личные данные.